Елена, скажите, пожалуйста, сегодня вот в Аманат пришли, ваша цель? Это последняя надежда моя, потому что я обращалась, чуть ли не кричу о помощи. Так как эта партия, думаю, что президентская, уважаемый президент, последняя надежда на вас. Скоро выборы, 1500–2000 человек, которые также работают на рынке. Вся надежда на вас. Помогите, пожалуйста. Что вот говорят сотрудники Аманата? Мы некомпетентны в этих делах, так как это частная территория. Обращайтесь в прокуратуру, в городской акимат, в акимат Алатауского района. Все это мы прошли. Везде эти процедуры уже пройденный этап. Нету помощи, только на вас, уважаемый президент. Услышьте свой народ, не дайте нас дербанить, понимаете? К сожалению, до 2023 года у нас мораторий на проверку и деятельность рынков осуществления запрет наложен до 2023 года. Уважаемый, У вас вопрос характер частного порядка. У вас между физическими лицами. Здесь никакой государственный орган не замешан, к сожалению. Нужно только судебный порядок. Если у вас первое решение, это у нас первая инстанция. Народу как бы деньги требуют с нас. Как нет? Нет, не народ. Вы как гражданин Казахстана можете обжаловать это Я же решение. не одна. Целый рынок предпринимателей. Хорошо, Мы нет. просим у вас помощи. Скоро выборы. Мы же надеемся на вас. Нет. Мы надеемся на уважаемого президента Пожалуйста, Украины. послушайте меня. У нас есть закон. Общественные организации на решение судьи или судебный исполнитель не могут вмешиваться. Это на законном уровне уже. Тогда там произойдет убийство, бойня. Нет, вы... Прокуратура не вмешивается, вы вы не вмешиваетесь. коллективно... Мы писали уже. То, что это рынок, может быть, в Назарбаева везде вот так все прикрывают. Мы писали Генеральную прокуратуру, мы писали 2 письма президенту, может, до него не доходит. Ну, какие ответы от них получили? Никакие отписки. Отписались о том, что Центральный отдел Палата предпринимателей. Мы тоже пошли. Они тоже ничего, разводят руками. Мы пришли к вам. Вот я от лица народа прошу помощи, помогите, вмешайтесь. Хватит, прекратите это рейдерство. Вы не хотите понимать, я вам еще раз хочу Хорошо, объяснить. я поняла, что Сейчас, вы ничего не сейчас, умеете. подождите, И что ничем не можете помочь. Сейчас я начальника позову. Позовите, пожалуйста. А зачем нам партия, если народу никто не может помочь? Вы поймите. Функцию партии многие граждане наши не понимают. Может, У нас не одна партия, объясните, вы пожалуйста, поймите. да. У нас мы занимаемся вопросом идеологии. Идеология где происходит у нас? В садиках, в школах, А рынок, налоги государству, обеспечивает послушайте, партия в такие вопросы не вещами. вмешивается. Партия в такие вещи не вмешивается. Подскажите, Потому что куда? здесь во многом гражданские вопросы. А гражданские вопросы только решаются по решению суда. А судебные решения мы правовую оценку не можем дать на решение суда. Вы мне извините, пожалуйста, просто У нас люди думают, что партия во все... Теперь можно это, вот допустим, да, у них вот прав тот, у кого больше прав. Нет. Мы же это понимаем, нет, У секунду. кого деньги есть? Подожди. Ну, есть Теперь- такие факты. Теперь, да, есть с этой стороны давление, вот, допустим, судья вот этот Айткулов, он никак не хочет это делать. Мы ему отвод даем, он не хочет убирать. Нет. Он, подождите секунду, теперь он принимает решение все в их пользу. Просто вы нам скажите, к кому нам, простому народу, обращаться. Ну вы не Мы хотите простой народ. слушать, я вам еще раз хочу объяснить. У вас есть право изменить вашего судью. У вас полное есть право. Куда нам обратиться? Мы ему, Городской суд. А назначение другого судьи. мы ему отвод давали, он все равно... Хорошо. Вы можете жалобу. отвод ему не писать. Ага. Вы просите заменить вашего судьи от городского суда. Заменить. И обжалование решения районного суда. Ладно,
подскажите, остальным людям что делать? Дальше давать им деньги, пока Нет, Елену остальным- Садвакасову загасили и опечатали? Просто поймите. Нет, остальным вы коллективно... Я от лица народа говорю, коллективно мы писали Генеральную прокуратуру. Нет. Мы всем писали, Не уважаемые. прокуратуру, а суд именно. То есть все наши госорганы бессильны. Видите, частная, бывший Назарбаевой, Анипы, Анишевный базар, никто не хочет вмешиваться, и я даже боюсь ходить, если Нет, честно. не только этот базар, а все частные предпринимательства. Все лица частных Просто предпринимательств. обидно, когда народ приходит к вам, и вот мы верили. Раньше была партия, скажу вам, нет, вы не улыбайтесь. Ну, родная, Нет, вы сейчас так она преподносите, она. что мы... Я прошу, Мы не нет, надзорный нет. орган, мы тоже вот как Ну представители... вы же этого- со своей стороны можете создать комиссию, прийти, заступиться за народ. Ну почему такого мы не видим с вашей стороны? Но я вам еще раз, вы не хотите слушать, или я вам... Вот, да я поняла, надо в Нет, суд. сейчас подождите. Я сейчас руководителя позову. Вы просто поговорите с ним. Может он что-то Может, новое он поможет. запишет. Депутат. Также мы приходили, вот с того дня все так же продолжается, никаких изменений есть, нету. Единственное, есть изменения, выросли цены. Выросли цены, меня убрали, меня опечатали, меня оставили без средств существования. Вот, у меня на хлеб нет. Я пришла к вам как партии, пришла говорить за народ. Народ боится. Боится, потому что образцом иду я. И последних сейчас доламывают, пока мы сидим с вами, сложим на руки. Они плачут, ищут, залазят в долги и платят им деньги. У меня аудиозаписи есть, каждый день это созвон. У нас есть группа, я могу вам показать. Нынешняя действующая группа. Помогите народу, скоро выборы. Хорошо, давайте так сделаем. Сейчас запишу полностью. Я начну, знаю полностью ситуацию. Хорошо? Знаете, тут уже дошло до такого, что администрация рынка вытащила через свои милиционные связи мою личную информацию, которая находится только в базе МВД, в сервисах МВД. Ни вы не сможете, ни я, никто не сможет. Вытащили и во все услышание. Представляете? А как работаем с нами? А как? Мне ихний корреспондент Алехина, ихний, купленный Кимом корреспондент, то, что она ихняя, они доказали. На онлайн-суде она участвовала, высылает мне статью «Злобная татешка», и там мои персональные судимость, там что у меня есть вот так, еще и оболгали. Понимаете? Здесь задета моя честь и достоинство, разберитесь. Хорошо, понял. Давайте так сделаем. Мне нужно время. Просто подумайте, нас 2000 человек. Скоро выборы. Мы никто не будем тогда голосовать за уважаемого Токаева. Я прошу помощи. Я пришла к вам как к партии. Хорошо. От лица народа. 8, 3 семерки. 399. 75. 29. Я могу подтвердить, я не голословлю. Просто вы, и вот допустим, партия, вы в курсе были. Этот уже процесс 4-й месяц, уже я, честно, все, я выжилась. Мне нечего кушать, мне сейчас кредит за контейнер подходит, все я не знаю. У меня вот правда, даже в долг взять, надо же его отдать. Да, Я понял. сирота. Давайте. Да, это Отчество как у вас? Валерьевна. Это во-первых. Обращение же от вашего имени было, правильно? От моего. Все. Мы писали коллективно. Коллективно, Где да. прокуратура? Где департамент расследований? То, что они такие суммы берут. Хорошо, давайте. Так Сейчас я всем полностью тяжело. Знаю всю ситуацию, что там вообще творится. Вот я честно, я надеюсь, вы же партия... Если мы смогли... Абилотис. Кому обрестись? Қоғамдық қабылдау бөлімінің басшысы. Қоғамдық Қабылдау бөлімінің басшысы. Понимаете? Ну, уже осень. Ну, правда. Я надеюсь, что эта партия от президента, да, вообще вот, да? Ну ближе, да, как-то, да? И вот я еще раз вот прошу, уважаемый Токаев Касым-Жомарт Кемелевич, я запуталась, я прошу вас помочь мне. Я пришла в вашу партию. Я прошу за весь народ
которым я стала показателем на рынке Кинжихан. Не допустите, пожалуйста, грабежа. 21 век, заступитесь за свой народ. Рынок большой, мы снабжаем вещами людей, стройматериалы, автозапчасти, мы все платим налоги. Заступитесь за нас, я вас очень прошу. Уже сил нету больше по инстанциям ходить. Везде футболят, замкнутый Елена круг. Валерьевна, давайте так сделаем. Я узнаю всю ситуацию. У кого? Вообще, в Возьмите целом. меня с собой, где Да. будете узнавать. Хорошо, узнаю. С одной потом стороны вам опять там отзвонюсь, скажут хорошо? по-другому. Вы в прошлый раз обещали собрать круглый стол, вы же не собрали. Вы же не собрали. Кто вам обещал тогда? Вот в Акимате съемки дословно есть, Это мы Акимат соберем. обещал, это не обещал, Не вы, да? мы. Все, тогда здесь я Здесь, извиняюсь. да. Извиняюсь, Ну, надо пожалуйста. правильно выразиться. Да, можно решить. Я не Это знаю, надо- давайте я с не Акиматом- дайте народу упасть духом. Хорошо, я Просто услышал уже полностью. Веры тогда не будет нашему государству. Все, А так мы только все... подождите. Если постараюсь, то сегодня отзвонюсь. Если нет, в Пожалуйста. понедельник. Запишите мой номер, я вам сейчас запишу. Пожалуйста. Я вас Дальше уже, да.